Ну и снова здравствуйте. Как мы видим, ожоги от борщевика у меня прошли. Я могу опять раздеться и насладиться нашим северным солнышком, которое так редко у нас на горизонте. Что я сегодня хочу вам показать. У нас пока рыбалки нет, пока идет с картошкой, мы дела завершили. Как мы видим, картошка проокучена, растет. Скоро пойдет, вон бутончики навернулись, скоро пойдут уже цветы. А сегодня, друзья, хочу вам показать, что я делаю с рыбой, можно так сказать. Вопросы задают. Сегодня у нас идет дальнейшее приготовление весеннего еще язя, который 2 месяца уже, наверное, да, 2 месяца точно мариновался в кровяном рассоле в леднике. Ледник вы мой видели уже. Это лед, снег и ведра прямо в этом. Температура где-то +1, +2, не больше. Так что посмотрел, рыбка готова, рыбка мягонькая, рыбка красненькая в кровяном рассоле. И теперь самое время ее подвяливать, подкопить. Что мы сделаем? Рыбу всю уже развесили, сам процесс помыли от рассола, кровь вымыли теперь уже, чешую оставили и развесили. Пойдем покажу, как получилось. Все развесила, друзья, на печке. Сейчас немножко протоплю печку, чтобы быстрее шел процесс. Это наша летняя кухонька, которая нам служит и избушечкой, когда на первый лед Саньком угодили. Вот, я вот здесь вот висит у нас ведро рыбы. Ведро, ну, килограмм, не знаю, около 19 килограмм, наверное, рыбы. Что-то где-то 47 или 48 штук, или 46. Примерно так. Вон, хочу я вам показать, что у нас стало с язем после маринования в кровяном рассоле. Обратите внимание на цвет. На цвет мяса язя. Мясо у нас стало красненькое, как у красной рыбы, как у семги. Потому что кровь, которая здесь была, которую сейчас мы вымыли, вместе с чешуей дают вот привкус именно язю, неповторимый привкус, который не сравнить ни с какой рыбой, после чего просто так засолить язя и съесть, это не то. А после того, как он пролежит месяц-два в кровяном рассоле, вкус полностью меняется у рыбы. Он просто становится ароматным и вкусным. Вот такая у нас вот вкусняшка получилась. Вот это сейчас все у нас подсохнет, подвялится. Я протоплю печку, не знаю, день-два. Ну, основная влага как выйдет. Следующий этап приготовления. Я заказал бочку коптильню с отдельным патроном. Но это мы увидим тогда, когда рыба уже немного подвялится. Потому что если вешать в таком состоянии рыбу, не знаю, как жар, в принципе, эта бочка должна быть такого полухолодного копчения, она не должна вариться. Посмотрим. Просто если как раньше в бочке готовили, она бы все сварилась и, ну, была бы варено-копченая. А я хочу сделать именно холодного копчения рыбу. Так что пусть она немного подвялится. И увидим, что с ней дальше будет. Следующий этап готовки нашей рыбы будет уже копчение. Так что пока выключаемся. Рекламная пауза. До следующего этапа. Ну и снова здравствуйте. Для вас это была рекламная пауза. А на самом деле прошло где-то приблизительно около суток. Вчера я повесил сюда сырую рыбу, которая солилась в леднике около 2 месяцев. Показывал, какая она была красная. Сегодня, вон, как мы видим, за сутки она подсохла. Лишняя, основная влага уже вышла. Рыба, вот, хвостики высохли. Ну, короче, можно уже, я так думаю, коптить, потому что чересчур сушить тоже не надо, иначе будет не очень хорошо. Все, рыба подвялилась, теперь приступаем к копчению. Сейчас собираем эту рыбу и идем коптить. Так, забыл вам сказать, что вчера я протопил печку, было довольно-таки тепло, и включил вот вентилятор, чтобы теплый поток воздуха, ну, быстрее, лучше, чтобы подвялилось с помощью вентилятора. Ну а теперь пошли на улицу.
Ну вот и наша рыбка. Все готово к копчению. Сейчас накроем, чтобы мухи пока не летали. А то сейчас они здесь быстро оприходуют. Основное. Сейчас все быстро. Так, вот, собственно, наша коптильня. Из чего она состоит? Обычная 200-литровая бочка, где приварены раз, два арматурина, 3, 4, 5, 6. 5-6. Что у нас внутри? Вон. У нас внутри вот такая вот конструкция. Вот, изнутри. На первых двух арматуринах вот такая вот сетка с двух половин. Это на всякий случай, если здесь рыба упадет. А, собственно, на эти арматурины, на средние и на верхние, будет у нас подвешиваться сама рыба. Сама рыба. Это все мы укроем, потом намочим тряпку и вот такой вот крышечкой. Вот такая крышечка. И вот, собственно, сам патрон. Вот такой патрон. Резьба из-под крышки, которая была родная в бочке. Приварена труба. Здесь она цельная. Забиваем трубу опилками. Закручиваем. Если опилки мелкие, можно не мочить, но у меня покупная щепа вот такая вот ольховая для копчения, крупная. И вот такая вот щепа. Я все-таки решил предварительно замочить ее и запихать туда сырую щепу, чтобы как бы подольше тлело, чтобы не было, не разгорелось, чтобы. Так что сейчас мы это дело все соединяем, все промачиваем. Пока развешиваем рыбу, пусть это все промокнет хорошенько. Надеюсь, на трубу хватит. Коптилка совершенно еще новая, я еще даже не испытывал, не знаю, что у меня как получится. Все это делается впервые. Раньше рыбу коптили просто, у нас была бочка. Пилили опилки, насыпали слой опилок. На дно бочки внизу разжигали костер. Опилки тлели и получалась рыба у нас горячего копчения. Сейчас, по идее, должно получиться холодного. Так, все, это пусть пока намокает. Берем рыбу и развешиваем. Ну вот у нас, в принципе, все поместилось. Даже еще осталось место. По идее, давай я сниму. По идее, получается, вон 20-литровое ведро рыбы было. Но один вчера упал, зажарился на печке. Я не помню, где-то что-то 46 рыб, что ли, было, что-то такое. Вот у нас вот такая картина получилась. Нижние, получается, ези покрупнее стали, они висят на хвостах, вот два нижних ряда. Здесь нормально, как бы все. Верхний ряд нормально, здесь тоже все нормально. Если рыба помельче, допустим, окунь или еще что-то, можно вот так вот перегородки арматурины поставить, просто вот так вот. И на них еще вешать. Можно будет рыбу повесить побольше. В общем, два ведра за глаза здесь все поместится. Все. Теперь мы это дело материалом. Да, сейчас. Сейчас я намочу немного. Так, тряпочку намочили. Теперь мы это все кыш-кыш-кыш. Мухи быстро налетают. Теперь мы это хозяйство все накрываем влажной тряпочкой. Вот так. Накрываем влажной тряпочкой. По идее, надо плотный материал, типа дарнит. Вот есть такой материал дарнит. У меня его нету. Если был дарнит, то эта крышка, по идее, и не нужна была бы. Мы бы просто вот так вот бы закрыли это все дарнитом. Здесь хомутик плотно-плотно, чтобы не было доступа воздуха. И все было бы великолепно.
Все. Вот как-то вот так. Можно потом здесь будет эти щели еще вот так вот забить, заколотить вот этим. Но это потом. Это ладно. Так, ну что, приступаем к самому интересному. Если бы была плотная крышка, они бы тлели, а так я боюсь, что может они воспламениться, потому что будет доступ воздуха и быстро прогорят. Как бы по этой причине я намочил. Но повторюсь, все это я делаю первый раз, так что пишите в комментариях, что я правильно делаю, что я неправильно делаю. Советуйте, кто-то может уже занимался такой коптильней. Все это я делаю впервые. Заказывал эту коптильню в прошлом году, сделали мне ее в ноябре, зимой. Руки не доходили, до зимой мороз я не представляю, как бы это все выглядело. Как бы только-только что появилось время. Сегодня, кстати, у нас 21 июля на календаре. По коме Прокопей Лун, а по-русски Прокофьев день, день рождения села Покчи. Прошлый год село Покчи отметило 300 лет. Отметили на славу. Вон Дом культуры, была гулянка республиканского масштаба. Было весело, вон до сих пор столики, скамеечки. Народ веселился, народ гулял. При всей непогоде, что в протяжении всего лета было в прошлом году, в Прокофьев день тоже была отличная погода, было тепло. Народ разделся, народ ходил в футболках. Это было редко в прошлом году. За все лето, я посчитал, было 7 солнечных дней. В этом году неделя была в начале июня. 3 недели было холодно в июне. С июля, можно сказать, было у нас лето. Так, ну что, все. Теперь нам главное, чтобы забить трубу. Забил снаряд он пушку туго. И думал, угощу я друга. Не знаю, мне кажется, будет маловато. Ну ладно, что будет, то будет. Опилок у меня пока не приготовлено. Потом можно будет опилки делать и самим. Ольха у нас в коме растет. Растет осина, растет можжевельник. Все это можно пилой пилить. Делать щепу, делать опилки. И также пользоваться. В общем, понятно. Пихаем, трамбуем. Ну, потом покажу, что дальше получится. Ну вот, как-то вот так. В принципе, нам 2 пачек как раз хватило. Теперь мы что делаем? Кыш. Кыш, кыш, кыш. Вон тут вот отверстие для крышки. Здесь резьба. Вот она, в принципе, сама крышка, приваренная в трубу. Ну, сейчас просто это сюда закручиваем. Аккуратненько, по резьбе. Все, плотненько закрутили. Ну, в принципе, все готово. Теперь берем паяльную лампу, разжигаем, раскочегариваем и направляем на эту колбу с опилками. Паяльная лампа будет нагревать до красной опилки. Будет происходить возгорание опилок. Я так думаю, они будут тлеть. Ну а что получится, мы сейчас увидим. Лишь бы еще паяльная лампа горела. Так. Ну-ка. Начало есть. На солнце не нагрелось сильно холодно. Можно было бы, конечно, газовой горелкой, но это, во-первых, накладно, во-вторых, зачем изобретать велосипед, когда все и так давно уже придумали. Главное, что паяльная лампа хорошо работала. О.
Давление накачай. В принципе, можно, наверное, втыкать уже. Зачем огню? Пусть греется. По ветру вот сюда вот делаем. Вот так вот. Как-то вот так. Засекаем время. Сколько время? 34 минуты третьего. Половина третьего. Сейчас будем смотреть, как будет идти дым. Дым по-любому будет просачиваться, потому что небольшие щели, но есть. Процесс пошел. Если все нормально получится, то всё. Рыбу еще поймаем. Рыбу поймаем, да, вот все спрашивали. Вон ведро рыбы засоленное было. 19 килограмм рыбы, считай. Легко можно 30-35 килограмм рыбы, я так думаю, немного подвялить и эту бочку поместится. Но теперь ждем, что будет дальше, мы обязательно увидим. Прошло 15 минут, через щели начал просачиваться вон дымок, как мы видим, вот. Значит, процесс идет, опилки горят, вон, бочка вся наполнена дымом. Дым нашел щели и вот уходит. Ну что, дым есть. Я как бы сейчас стараюсь вот эти щели зашпаклевать. В принципе, я так думаю, надо, чтобы было плотно. Эту идею я придумал не сам. Эту идею мне подсказал свояк Валера. Так они рыбу коптят на севере. Но вместо вот такой крышки у них гарнир получается. И здесь плотный хомут. Они это закручивают все на гайки. И дым вообще не уходит. Он сказал, что после того, как опилки разгорятся, можно паяльную лампу убрать. Опилки тлеют. Если есть доступ к воздуху, то опилки разгораются. Посмотрим, попробуем. Получится ли первый блин у меня комом, или как получится блином, будет видно. Часика два, я так думаю, пусть опилки погорят. Так, сейчас сделал звонок Валерке, уточнил информацию по копчению. Он сказал, что если дымок уже пошел, значит процесс горения опилок начался, значит можно выключать паяльную лампу. Он говорит, мы немного с одной стороны, с другой стороны, и потом часик опилки тлеют. Через час опять, минут 5 греем, выключаем. И общей сложностью часа 3-4, но опилки должны гореть сами, без помощи паяльной лампы. Так что мы опилки уже там по-любому воспламенились, если здесь дымок пошел. В общем, мы нагреваем вторую сторону и закрываем, выключаем паяльную лампу. Ну что, друзья, 7 часов вечера. Каждый час мы 4, получается 4,5 часа с полтретьего. 4 раза минут по 15 грели опилки. Как только дымок начинал просачиваться, все, глушили паяльную лампу, заходили домой, пили Чайковского, говорили. Вот, 7 вечера. Ну и пора, наверное, посмотреть, что вообще там произошло. Снять пробу? Снять пробу, посмотреть, что с рыбой, посмотреть, есть ли опилки. Если рыба готова, то убрать. Если рыба не готова и остались опилки, то дополнительно порцию огня. Приступаем. Что у нас получилось? Ба-бам! О, вот это я утрамбовал. Пока дымок выходил,
Вот так вот. Есть дым. Дымок есть, это радует. Рыба пожелтела, покоричневела. Так, тряпка уже у нас сухая. Лишь бы не сварилась. Дым есть. Так, 1, 2. 2 яйца валяются, упало. И мне кажется, что, наверное, все-таки маловато. Давай возьмем вот того яйца, который валяется. Если не сварился. Нет, он свариться не сварился. Нет, маловато, да? И мне кажется, еще маловато. Это часок-два еще. Маловато. 4 часа маловато. И мне кажется, друзья, что Опилок? я сделал большую ошибку. Там вода. На дне бочки вода получается. Конденсат. Получается, вон, сейчас покажу. Давай я. Давай. Вон. Не знаю, видно, не видно. Вон, под решеткой, вот я сейчас шевелю. Получается вода. Жалко, получается, слить его никак. У нас получается вот такая вот ошибка, что получается первый блин комом. Испарение было большое. А тут Намочил опилки по совету свояка своего, что говорит, опилки щепа крупная, возгорятся. По ходу я переборщил с жидкостью, и у меня просто получилось очень большое испарение. Мне кажется, эти опилки слить никак. Можно, может, подогреть пальной лампой, чтобы они паром вышли. Но открытым здесь, а потом... Сейчас мы посмотрим, что у нас в патроне. не откручивается. Вот. Рыба у нас не прокоптилась. 4 часа. Вот. Немножко запах копчености есть. Но она влажная. Как мы и предполагали, первый блин получился комом. Дым был, пахнет копченостью, но там вода на дне бочки, вон вода. Хорошо, она не сварилась еще у нас. Она свариться не сварилась, потому что температуры не было. Рыба немного пожелтела, как мы заметили, вот. Она уже не белая, она уже желтая, но. Не знаю, как ты будешь откручивать его. Не хватает дыма, зато переизбыток влаги. На будущее. Не стоит мочить опилки. Пусть опилки горят, зато не будет столько влаги. У нас получился как самогонный аппарат. Опилки кипели, получалось испарение. И несмотря на то, что жаркая погода была, просто пар оставался на дне бочки. Ладно. Сейчас посмотрим, что у нас с опилками. Не знаю, как ты будешь откручивать. Открутим опилки, посмотрим. Если нет, опилок добавим. Если есть, Попробуй сам. зажгем по новой. Там опилки есть. Смотрим, что у нас в патроне. А в патроне у нас... Сейчас посмотрим, есть, нет опилки там хоть? Есть. Опилки есть. Ну, половина. Опилки подсохли, но опилки не горят. Видать, только-только влага вся испарилась, получается. Все, на будущее мы опилки уже не мочим. Опилки не горели, потому что они просто были... И влагу дали влагу. Сырые. Вон, половину колбы где-то до сюда еще опилок, они только-только подсохли, получается, вон. Ну, кое-что сгорело. Что-то сгорело, что-то дым пустило. Края сгорели. Ну вот опилки только-только они подсохли, получается. Сейчас сухие, да? Да. Вот они сейчас и будут леть. В общем, запускаем аппарат по новой. Так, выше, значит, не, вот до сюда в опилки. Вот тут и надо. Вот. Где-то здесь надо. Сейчас перемешаем, все хорошо. Влаги нет. У нас вся влага вот здесь, в бочке. Я не знаю, как сейчас вот эту воду убрать оттуда. В общем, друзья, первый блин получился комом. Рыба не испортилась, хотя бочку солнце нагревало, дым был, как мы видим, половину опилок съела. Рыба немного пожелтела, но рыба, чуть-чуть. она была вялена, она взяла влагу. Она
Немного пахнет копченостью, но это еще не готовый продукт. Мы, конечно, сейчас одну рыбку возьмем, чтобы за рыбацким отметить Прокофьев день. Убедиться, Немножко, что да. сколько еще. Попробуем. А остальное все. Выпариваю отсюда лишнюю воду, закручиваю патрон и дорабатываем. Дорабатываем то, что, я надеюсь, должно Не получиться. сгорело. Это у нас вторая паяльная лампа. Получается, полторы паяльной лампы, 1,5 литра бензина мы сожгли. Урок на будущее. Значит, получается, не надо мочить опилки. Были бы сухие опилки, не было бы этой воды, было бы все нормально. Влаги не было бы. Через 1,5 часа будет еще включение, рекламная пауза. В общем, выпарили оттуда всю воду, получается, то, что на дне было. Что можно было слили, что можно было слили, что нельзя, прямым огнем выпарили оттуда. Влаги теперь здесь нет. Начали нагревать колбу с остатками опилков. Вон, сейчас покажу, давайте. Вон. С колбы пошел дым. Пошел дым, это уже сухой дым. Рыба у нас, получается, была в паровой ванне. То, что я намочил опилки, сделал большую ошибку. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает, кто не пробует. Мы попробовали. Я надеюсь, мы сейчас эту рыбу попробуем. Вот одного язя. Остальная рыба у нас, я надеюсь, у нас пол колбы опилок еще есть. Закрываем, да? Давай. Дымок пошел. Бочка сухая. Влага лишняя вышла. Так что все по новой закрываем. Закрываем крышкой. Ну и еще пару часиков или 3. Я так думаю, если дым хорошо пойдет, пусть стоит всю ночь в дыму. Утром снимем. Утром как раз прохладненько. Пусть дымит, пусть коптит. А утром посмотрим, что у нас получилось. Да, выровняй. Все. Время 8:30 вечера. В бочке у нас небольшой дымок есть. Открыл сейчас патрон. Вот что осталось с патрона. Это все, что осталось от 2 пакетов. Мы пытаемся все еще найти отсюда дым. Но дыма уже здесь, скорее всего, не будет. Потому что опилки вся щепа прогорела. Рыба у нас взяла желтоватый цвет немного. Воды сейчас нет. Она подсохла. Сейчас пробовали. 4 рыбки. Взяли отсюда уже. В принципе, рыба нормальная. Ну, она еще влажноватая. То, что вот вода была. И мы решили вот остатки щепы. Вот еще я взял ольховую щепу тоже. Пакетик есть. Забью еще патрон. И, скорее всего, без воды уже, точно без воды. Лишняя влага сейчас выйдет. И пусть оно прокопится нормально. Приступаем. Заправляем еще. Давай здесь. Теперь уже без воды. Теперь я уже воды точно добавлять сюда не буду. Все. Цепочку набили. Не будем даже трамбовать. Оставим все как есть. Потому что наученные горьким опытом, намочи опилки, затрамбуй опилки, намочили, затрамбовали. Ничего не надо. Рыба, в принципе, уже копченая. Она запах дыма взяла. Но она влажновата. Теперь вот эту колбу еще прожгем. За раз, я думаю, будет нормально. 50. Итак, друзья, на часах без 10 9, 20:48 у нас заработал новый патрон, который мы забили опилками. И доделываем, получается. Рыба, в принципе, прокоптилась. Мы попробовали, пробу сняли. Вот. Рыба немного желтоватого цвета. Запах копчености присутствует. В принципе, вкусно, но вроде бы немножко еще как бы надо. Заправили полный патрон.
теперь уже сухими опилками. И все, вот пошел дымок. Сухо, влаги нет, воды нет нигде. Надеюсь, теперь уж точно рыба дойдет. Как загорятся опилки, все накрываем. Теперь уже контролируем, чтобы нормально дым пошел, накрываем. Я так думаю, в этой дымовой бочке все будет как надо. Даже пошел. Без 10:09. Через пару часиков, наверное, уже будет темно. Все, пошел закрывать. Вон, все, полным ходом пошел дым. Я через 2 часика еще пойду зажгу лампу, а утром, когда будет светло, я сделаю включение и посмотрим, что у нас получилось. Коптись, рыбка малая велика. Становись вкуснее вкусного. Мы тебе обязательно скажем. Доброе утро. На часах у нас уже 9 часов утра. Уже 22 июля. Только проснулись. Копчение рыбы вчера удалось. С братом посидели неплохо. Надо... Смотрим результат, короче. Вон. Такая вот картонная коробка с отверстиями. Это коробка из-под кегли. Баллон пива, если кто не знает. В общем, смотрим, что у нас получилось. А получилось у нас, я вам скажу, это вот такой вот у нас результат. Внизу на дне бочки вижу, опять немного конденсат собрался, водичка. Но то, что получилось вкусно, это, скажу вам, стопудово. Рыба получила вот такой золотой оттенок. И она очень и очень вкусная. Потому что мы вчера уже пробу сняли. Ночью не стали снимать. Вот получилась вот такая вот вкусняшка. Рыба просто на вкус, она просто замечательная. Не знаю, как она будет сохраниться, потому что как бы она не то что сушеная, она просто подвяленная и копченая. А вот есть ее сейчас одно удовольствие. Это просто вкуснятина. Ну а если, скажем, сохранить на неделю-две, я не знаю. Мне кажется, надо еще будет ее немного подвялить. Пока у нее вкус просто отменный. Вчера мы под рыбацкий напиток с братаном съели, я не знаю, рыбы 4, наверное, точно. Так что коптильня работает. И это здорово. Сейчас мы вот так вот картонную коробочку ее крест-накрест так вложу. И она тут еще будет, как бы, можно сказать, доходить в прохладное помещение, потому что вышло солнышко утреннее. На улице стало довольно-таки жарко. И теперь уже весь дым отсюда вышел. Находиться в этой бочке уже рыбе нет надобности. Свое она получила. Очень и очень вкусно. Вот в такие вкусняшки можно делать из печорского язя. Вот это
уже конечный результат. Начинали мы ловить ее на продольнике, а результат получили через 2 месяца. И результат, я вам скажу, впечатляет. Такое не купишь в магазине. Такое можно сделать только своими руками. На этом, друзья, выключаемся. Ловите рыбу, коптите рыбу, если кому-то понравился мой вариант копчения рыбы. Пробуйте делать так же. Уверен, вам это тоже понравится. Все готово. Бочка у нас пустая. И стало у нас вот пол коробки вот такой вот вкуснятины. Очень много, конечно, уже у нас ушло на дегустацию. Приезжал вчера Ромка в гости. Ему сколько? 4-5 рыбок, наверное, взял тоже на пробу. Ну, еще перед закладкой, перед тем, как мы поставили последний патрон. Все. На этом, друзья, скажем всем до свидания. Всем пока. Канал Коми Рыбак. И вкусная рыба. Копченый язь. Копченый печорский язь.